Исенсис, меня зовут Эльза, я из Нижнего Новгорода. Я являюсь участником, солистом нашей группы Жумгакен. нашего ансамбля, фольклорного ансамбля Жумгакен. Мы очень рады, что нас приняли туда. Мы на первом курсе, но все же нас используют. Мешаете разговором своим, чудики. Это особенно парень какой-то мешает разговором. Исенсис, меня зовут Эльза, я из Нижнего Новгорода. Я участвую в ансамбле Жумгакен Казанского государственного института культуры. Мы учимся на первом курсе Института культуры, и все же нас сразу же взяли на наш ансамбль и сразу же эксплуатируют нас, помогает нам подниматься. Мы танцуем, поем, и очень рады, что у нас такой хороший руководитель, который нас поднимает, помогает нам реализоваться в сфере этой культуры. Мы очень рады, что занимаемся этим фольклорным ансамблем. И самое главное, нам очень сильно нравится. Спасибо. Так, какие у вас планы на будущее? Ну, конечно же, петь, танцевать, поднимать фольклор, потому что в наше время фольклор очень приветствуется, все люди ходят, смотрят, очень любят фольклорные песни, пляски, это очень сейчас в народе поднимается, ценится. Исенсис, меня зовут Эльза, я из Нижнего Новгорода. Я учусь в Казанском государственном институте культуры на кафедре народного художественного творчества. Мы являемся участниками группы ансамбля, то есть Жумгакен. Если даже вот мы учимся на первом курсе Института культуры, нас все же взяли на наш любимый ансамбль Жумгакен. Мы очень рады, что нас возвышают, нам помогают. Мы танцуем, поем, развиваемся в сфере культуры и сохраняем наш фольклор, помогаем ему подняться. Вот. Очень рады, что занимаемся. Можно я, вопрос? Это же нас снимает. В Новгородской области я учусь в Казанском государственном институте культуры на кафедре народного этнохудожественного творчества. Мы являемся участниками ансамбля Жумгакен. Меня зовут Зульхия, я также учусь в Институте культуры. На первом курсе мы очень рады, что с первого курса нас так возвышают, нам помогают. Мы поем, танцуем, нас взяли солистами в нашу группу, в наш фольклорный ансамбль Жумгакен. Мы надеемся, что в будущем нас также будут помогать, продвигать, возить по разным городам и показывать, что такое на самом деле фольклор, развивая его также и распространяя по разным городам, также показывая все то, что это нам нужно, развивать весь фольклор. Сохранять традиции, самое главное. Меня зовут Роза, и я бы тоже хотела добавить, что самое главное, нам это всем очень нравится. Очень любим наш Жумгакен. А вот тут интересный зритель пришел, хочет вас спросить. Да, можно мне тогда микрофончик? Я не учусь, я уже отучился. Я сегодня первый раз вот на таком концерте. Это очень важно для меня. На самом деле я о нем говорил месяца 2 в татарском центре, что будет вот такое. Вот. И вот оператор тоже сагитировал чтобы он снимал эту вещь, потому что я присутствую первый раз на концерте, где исполняются манаджаты и зикры. Вот. И, по сути дела, и ваш руководитель тоже говорил, что это впервые в Москве. Вот, я считаю, что вот это направление очень интересное. Вот, и вопрос у меня такой. Поскольку это все-таки мусульманская культура, вот как вы относитесь к развитию вот такого жанра? Потому что я думаю, что еще он очень мало представлен вот в татарской аудитории, и его, мне кажется, нужно каким-то образом развивать, показывать и, может быть, даже думать над какими-то формами, может быть, не обязательно в таком консервативном, но я имею в виду в ортодоксальном плане, а может быть, даже передавать вот эти смыслы, которые вложены
вот эти произведения, может быть, даже в современной подумать, в современной форме. То есть это же не обязательно как богослужение. Это именно передача тех смыслов и связь с современной жизнью. Я думаю, вот над этой темой я хотел бы просто посотрудничать, может быть, москвичи, казанцы, что-то подумать, может быть, сделать какой-то мюзикл даже я предложил, допустим, на сюжет Кулкали, вот, где Юсуф – это как персонаж Ветхого Завета, который знают общий и для христиан, и для иудеев, и для мусульман, это общий. И совместными силами можно сделать мюзикл, типа «Нотр-Дам» с хорошей хореографией, с хорошими голосами, с хорошей сценой и прочее, прочее. И я думаю, вот это будет интересно. С современной хореографией. Так, все, я микрофон передаю. Передаю микрофон, передаю. Ваше мнение вот по поводу того, что я, допустим, сказал, если у кого-то есть, да, может быть. Да, как вот вы, деле... просто мне интересно, как молодежь на это реагирует. На самом деле, в данный момент вот у нас в сфере культуры вот фольклор очень сильно развивается, и мы поэтому вот рады, то, что молодежь подтягивается к этому. Не только старшее поколение тянет за собой это, а вот именно молодые тянутся, чтобы новые голоса открывать, новые виды, какие-то фольклоры, свое чувство выдавать. Это не профессиональное, а вот именно народное творчество. Вот его нужно тянуть мне кажется, за собой и развивать. Даже вот сейчас не старое поколение тянет молодежь, а может быть даже в каких-то вещах молодежь подтягивает вот это пожилое направление, поэтому я как бы думаю, что берите, ребята, активность, дерзайте в этом плане и проявляйте творчество. Здесь не нужно, мне кажется, что культура – это не что-то застывшее. Это развивающаяся вещь. И такое мнение, да, это называется динамика культуры. И поэтому, я думаю, мы, вот пока еще мы как бы шевелимся, а молодежь, она должна понимать, чувствовать, и, конечно, в обсуждении, в общении с пожилыми, да, то есть вот